Заснуть и очнуться в далеком прошлом, где жили наши предки. Именно этот случай выпадает двум главным героям спектакля – Тимуру и Алайгу. За их приключениями с живым интересом наблюдают и юные зрители. Игра актеров приковывает все внимание детей. Каждый персонаж гармонично вписывается в свою роль. В постановке задействовано несколько молодых актеров, прошедших подготовительные курсы в ТЮЗе. Для Амина Тутаева это также дебют. Как и у любого новичка, в начале у парня тоже были трудности работы с куклой. Вытянутая рука, проблеск головы среди кулис. Нюансов оказалось много. Самое сложное на начальных этапах как раз-таки были руки. То есть они могли то сворачиваться, то не так поворачиваться. И то есть так как я сам высокий, сам по себе, мне нужно наклонясь играть. И поэтому я отвлекался то на свои ноги, то на руки куклы и так далее. Поэтому вот такие вот перебежки мешали в целом. Постановку учащиеся 6-й Назрановской школы видят самыми первыми. Есть в спектакле место шуткам, прибауткам, танцам и розыгрышам. Веселый смех, радостные лица и громкие аплодисменты означает одно – новая постановка детям по душе. Он мне очень понравился. Особенно, мне кажется, главный герой Тимур там. Очень хороший спектакль, нравится очень сильно. Хотелось бы, чтобы он 3 раза повторялся вот так. А что тебе там понравилось? Там, смешные такие мальчики, хорошие, и там все смешное. Спектакль ставится по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности». Костюмы, куклы и декорации созданы художником-постановщиком Андреем Лукомским. Рассказать с помощью сказочных героев о добре и зле, о радости и огорчениях – это не одна из задач, стоящая перед постановкой. Главное, задумка сценаристов, посыл юным зрителям не забывать об обычаях и традициях наших предков. Конечно, предки переживают, бросим ли мы горы, башни, будем ли за ними смотреть. Это сегодня тема очень актуальна, поэтому мы успокоились в своем спектакле и наших родичей, сказав, что мы будем беспокоиться, охранять наши башни. Но хочу сказать, что это очень интересная сама задумка была у меня. Ингушский ТЮЗ сегодня может похвастаться широким репертуаром постановок на русском и ингушском языках, но главная его цель – сохранение духовных и нравственных ценностей среди подрастающего поколения. Постановка ТЮЗ планирует радовать все новых зрителей. В ближайшее время у труппы запланированы спектакли и в других школах республики. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.